Футболисты московского «Локомотива» на выезде сыграли в ничью с австрийским «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2-2. В составе железнодорожников результативными ударами отметились Эдер и Виталий Лисакович. У хозяев поля взятие ворот провели Доминик Сабаслай и Златко Юнузович. В следующем матче предварительного раунда турнира «Локомотив» на своем поле примет немецкую Баварию. Встреча состоится 27 октября. Для российских болельщиков этот игровой день запомнится еще и голом Алексея Миранчука в дебютном матче за «Аталанту». Итальянский клуб в рамках первого тура в гостях со счетом 4-0 разгромил датский «Митюлан». Миранчук отметился результативным ударом на 89-й минуте встречи после выхода на замену. Помимо россиянина голы забили Дуван Сапата, Алехандро Гомес и Луис Мируэль. Напомню, Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в начале сентября, однако не мог дебютировать из-за травмы, полученной еще в составе железнодорожников. Во втором туре бергамаски на своем поле примут голландский «Аякс». А вот результаты других встреч игрового дня. Украинский «Шахтер» сотворил главную сенсацию, победив на выезде испанский «Реал» со счетом 3-2. Бавария на своем поле отправила 4 безответных мяча в ворота «Атлетико». Ливерпуль в гостях добился выездной победы с минимальным перевесом над «Аяксом». Манчестер Сити дома со счетом 3-1 выиграл у Порту. Интер и Боруссия Мюнхен-Гладбах на Сан-Сиро сыграли в ничью со счетом 2-2. И Олимпиакос на своем поле со счетом 1-0 победил Марсель. Этой ночью стартует групповой этап футбольной лиги Европы. Россию на втором по значимости клубном турнире представит московский ЦСКА, попавший в группу Кей. Армейцы в рамках первого тура в гостях сыграют с бронзовым призером чемпионата Австрии Вольфсбергом. В текущем сезоне национального первенства соперники россиян идут на 9-й строке, одержав одну победу при 3 поражениях. ЦСКА же занимает 3-е место в таблице РПЛ, имея в активе 7 побед и 1 ничью при 3 проигрышах. Также в квартете Кей вместе с Вольфсбергом конкуренцию армейцам составят голландский «Фейенорд» и «Динамо Загреб» из Хорватии. Баскетболисты российского клуба «Локомотив Кубань» одержали победу над испанской «Андоррой» в матче 4-го тура Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 76-61. Самым результативным игроком матча стал форвард россиян Кевин Херви, набравший 17 очков. У испанцев самым точным был Давид Елинек, в активе которого 13 баллов. После 4 туров «Локомотив Кубань» идет на 3-й строке группы С, одержав 3 победы. «Андорра» с 3 поражениями занимает 4-ю позицию. В следующем туре россияне в гостях сыграет с французским «Монако». Встреча состоится 28 октября. Хабаровский «Амур» на своем льду со счетом 7-1 разгромил казанский «Акбарс» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей хэт-триком отметился Михаил Йордан. По одному взятию ворот провели Александр Кузнецов, Владимир Бутузов, Валентин Пьянов и Никита Камалов. Единственную шайбу гостей забросил Стефан Дакоста. «Амур» одержал 3-ю победу к ряду. Команда идет на 7-й строке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 16 очков в 20 матчах. Казанцы, несмотря на поражение, продолжают лидировать на Востоке, имея в активе 28 пунктов после 20 встреч. В следующем матче хабаровский клуб дома примет челябинский «Трактор», а «Акбарс» в гостях сыграет с казахстанским «Борисом». Биатлонист сборной России Петр Пащенко, находящийся на тренировочном сборе в Алдане, сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает «Спорт Якутии», спортсмен сдал анализ при заезде в расположение Центра зимних видов спорта. В данный момент Пащенко изолирован от товарищей по команде и находится под наблюдением медицинского персонала. Все остальные члены сборной повторно сдали тест, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры. Напомню, мужская сборная России с 12 октября проводит тренировочный сбор на базе Алданского центра зимних видов спорта. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!